Недавно были арестованы 6 человек, которые, как было установлено, собирали информацию о некоторых восточно-туркестанских организациях и важных лицах в Турции для осуществления шпионской деятельности в пользу Китая. Информационное агентство Хабертюрк обратилось в прокуратуру за разъяснениями. В сообщении прокуратуры говорится, что китайские агенты встречались в Саудовской Аравии и Восточном Туркестане. Согласно информации, прокурор, работающий в управлении по расследованию терроризма и организованной преступности, запросил у магистрата арест подозреваемых. Турецкая разведка установила, что подозреваемый по имени Шедеке Майматы Азазы вел переговоры с агентом под кодовым названием Ли, сотрудником контрразведки и службы безопасности Китая, Министерства государственной безопасности Китая и заместителем председателя Коммунистической партии Китая. Эксперты заявили, что запрет традиционных и религиозных свадебных церемоний уйгуров свидетельствует о культурном геноциде в Восточном Туркестане. Китайская пропаганда публикует видеоролики, где уйгуры одеты на свадьбу в китайские традиционные костюмы, и сам праздник проходит в соответствии с китайскими традициями. Австралийская газета Herald Sun написала об отчете о торговле органами в Китае, опубликованной Австралийским институтом стратегической политики. Ряд нарушений прав человека, совершенных китайским режимом в отношении турок-уйгуров и других тюркских общин в Восточном Туркестане, снова был поднят. В отчете содержатся пугающие подробности о том, как Пекин заработал миллиарды долларов на черном рынке, насильственно отнимая органы уязвимых в концлагерях жителей Восточного Туркестана. Так, печень одного из пострадавших уйгуров была продана за $160 тысяч США. Всего же торговля органами принесла Китаю годовой оборот в $1 миллиард США. Две соседние кавказские страны встречаются в Германии 28 и 29 февраля с целью достижения мирного соглашения. Министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок, которая проводит переговоры, отдельно встретилась со своими азербайджанскими и армянскими коллегами в среду перед трехсторонней встречей. Рождаемость в Японии снижается 8-й год подряд. Вместе с этим число вступающих в брак впервые составило менее полумиллиона человек. Уровень рождаемости в стране снизился на 5,1% по сравнению с прошлым годом. Всего был зарегистрирован 489 281 брак. Главный секретарь Кабинета министров Йосимаса Хаяси сказал: следующие 6 лет до 2030 года, когда число молодых людей будет быстро сокращаться, станут последним шансом переломить эту тенденцию. Впервые Европарламент призвал к немедленному и постоянному прекращению огня в секторе Газа, где продолжаются атаки. Отчет 2023 года, подготовленный на Генеральной ассамблее Европарламента на тему состояния прав человека и демократии в мире, а также политика ЕС в отношении этого, был принят в следующем виде: 265 голосов за, 253 против и 10 воздержались.